Испытано на себе. Основанное в 1990 году медицинское училище в Нерюнгри уже в 1992-м выпустило своих первых 84 выпускника, некоторые из которых до сих пор работают здесь. И вот спустя больше 30 лет, друзья, давайте пройдемся и посмотрим, что же из себя представляет сегодня уже не училище, а медицинский колледж. И давайте мы с вами узнаем, что нужно для поступления в это образовательное медицинское учреждение. С каждым годом количество абитуриентов у нас увеличивается. Действительно, слух идет, и ребята с районов приезжают к нам. И в этом году было около 300 человек подано только на сестринское дело. В этом году мы принимали и на лечебное, и на сестринское дело. У нас в этом году новшество. Мы принимали на сестринское дело после 9 класса. Очень ждал район именно этот набор. И вот они дождались. В этом году мы приняли 9 класс. Также у нас еще одно нововведение в этом году. В этом году мы приняли 2 группы на очно-заочное обучение. То есть теперь у нас могут обучаться те люди, которые работают. Вообще у нас средний возраст студентов – это 24-25 лет. То есть у нас очень взрослые студенты. У нас очень небольшое количество было действительно студентов, которые после школы. В основном к нам идут возрастные, то есть мамочки, которые наконец-то созрели и вот осознанно, пришли, учиться. Выбор сделали. А какова география у абитуриентов? Ой, география обширная. У нас студенты из 26 районов республики. С районов едут земляков, отправляют, сестер, братьев. То есть у нас даже поколения учатся, мамочки учатся, их дети учатся. У меня вообще изначально бабушка в этой сфере находилась, в медицинской, но она, к сожалению, не имеет такого образования. Также у меня мама работала в поликлинике. Династия. Да, но они не имели медицинского образования, поэтому были сестрами-хозяйками. А я же решила все-таки получить, чтобы мною гордились. К тому же мне нравится эта профессия, нравится помогать людям. Твое любопытство, твое познание в профессии было удовлетворено образованием именно в этом заведении? Да, тут очень дают много информации, очень хорошо все объясняют. Здесь большой инструментарий, то есть от манекенов до всевозможных шприцов. То есть ты можешь попробовать все, что ты хочешь, от манипуляций внутривенного введения, также катетеры разнообразные, поэтому я полностью удовлетворена. О том, что колледж оснащен по последнему слову техники, свидетельствуют вот такие современные модули. В данном случае это модуль скорой помощи. Многие из вас его уже видели в клипе, который я снимал на кавер песни «Прекрасное далеко». И в момент, когда роженицу мы везли в так называемый роддом, вот эта вот скорая помощь, все было снято здесь. И кстати, роддом, который мы показали в клипе, тоже был снят здесь. Сейчас мы вам покажем, где. Вот туда, обратите внимание. Многие тогда нерюнгринцы забросали вопросами, где у нас в Нерюнгри такой современный роддом. Сердцебиение не слышно. Тихо!
Слышу. По дороге, на которой нет следа, прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, от чистого истока, прекрасное далеко, я начинаю путь. И заметьте, друзья, никакой рекламы, максимально объективно об очевидном. Кто работает в образовании, я думаю, поддержит меня, что каждый год вот, молодежь приходит разная, как будто они все каждый год прилетают с одной планеты, а на другой год с другой планеты, да. То есть у них как-то вот мнения, впечатления, требования, настрой, ну, немножко другие. И вот мы стараемся первое, да, полугодие, так называемую адаптацию, они проходят, выяснить, зачем вы к нам пришли, несмотря на то, что у нас сдают тест вступительный, да, то есть придя к нам, мы уже видим, да, на что обратить внимание, на кого обратить внимание, кому более такое углубленное внимание. И вот эти полгода мы над этим работаем. Ну, бывает и такое, что, ну, не получается. Вот пришел он по настоянию родителей, не по своему выбору в профессию, да, а потом уходит. Ну, таких вот последние годы отмечается очень мало. Видимо, ценность все-таки наша стала более для ребят понятнее, да, это здоровье. А ведь медицинское образование, да, обучение вот, в медицине, оно из самых тяжелых, не только вот у нас в России, да во всем мире, потому что от них потом зависит жизнь человека, да. Гайку там сделал брак, ее можно на завод вернуть, да, ее переделают. А тут уже ничего не переделаешь, если ты где-то ошибешься. И вот наша задача в первую очередь, да, вот первые, вот, допустим, полгода они приходят, это у нас адаптация, мы их изучаем, они нас изучают, присматриваются, да. Потом включается воспитательный процесс. У нас очень много мероприятий в колледже, направленных на это. Очень внеаудиторная именно деятельность. Мы стараемся, чтобы они общались не только в колледже, но и за его стенами. Сейчас мы поговорим с теми, кто, в принципе, в полном объеме владеет информацией о студенческой, так сказать, неформальной жизни, да, что творится за кулуарами, свободное от учебы время. Студенческий совет медицинского Нервинского колледжа. У нас есть обряд специальный, когда у нас есть скелет Константин, повелитель пятерок. Его нужно попросить благословить, так скажем, группу, чтобы... На отличную учебу. Да, на отличную учебу, чтобы все дальше шло только с пятерками. Мы как первокурсники в том году, у нас не было посвящения. И вот мы хотели максимально интересно провести хотя бы онлайн-посвящение для этого года и старались придумать что-то очень интересное. Старший курс выпускники придумали испытания. Ребята все это провели. Можно посмотреть на страничке Инстаграма наше посвящение. Там даже на YouTube-канале все это есть. У нас сейчас я руководитель волонтерского сектора. И сейчас у нас на базе нашего колледжа будет проходить медицинский социальный уход, ну, WorldSkills, медицинский социальный уход для учеников школ, юниора. Насколько это отражается в учебе, эта общественная нагрузка, там, скажем, в студенческом совете? Ну, на учебу как бы не влияет. Все мы успеваем, потому что нас же очень много в студсовете. И если, например, у кого-то не получилось, то мы быстро нашли замену, и все получилось как надо. Помимо
обучение студентов, у студентов там внеклассная какая-то еще социальная и общественная нагрузка. Есть, как мне стало известно, еще один очень интересный проект, который называется, если я правильно поправьте, «Айболит идет в гости», и касается он деток в детском саду. Вот давайте об этом сейчас. Чуть-чуть поправлю вас. У нас профориентационный проект называется «Медицина не работа, а призвание». Изначально мы его планировали и создавали для профориентации детей школьного возраста. А затем Показалось уже позже, мало. Да, позже проект получил такую широкую известность, будем так говорить, в городе. И у нас поступили заявки как бы от родителей деток тоже. Ну, мы подумали, как бы, а почему нет? Почему среди деток дошкольного возраста не провести такое мероприятие? Интересно, они же как губка там впитывают, да? Да, и потом вот ранний возраст, да, и психологи говорят, конечно, закладывается как раз вот все это восприятие. Уже проводили? Да, мы уже проводили. Дело в том, что до пандемии мы это все начали. И к нам дети приходили. Интересно, на нашей базе. Их встречал доктор Айболит. А прям в костюме? Да, прям в костюме. То есть театрализованно еще. Театрализованный. У нас сценарий был разработан. Мы проводили, ну я как руководитель, у нас кружок, и поэтому его проводят студенты выпускной группы, будущие фельдшера, лечебное дело. Мы с ними работаем. Опытные, уж так сказать. Да. И у нас разработан сценарий, у нас разработан профмаршрут для деток, то есть безопасность превыше всего, да, ну и чтобы было интересно. И они определенные кабинеты идут, их встречают, там они переодеваются и чувствуют себя уже докторами будущими. То вот интересно, если посчитать, сколько времени нужно подождать, когда вот эта программа, когда ее можно отследить прям взаимодействие до абитуриента, да, вот это сколько лет? 15, 10? Да, если мы считаем... А сейчас 9 класс вы еще берете, да? 5-6 лет, то вот, ну вот считайте, если к нам сейчас начали после 9 класса приходить, им поскольку по 15, да, получается лет, ну вот 10 лет. Друзья, так думаю, через 10 лет напомните, я приду сюда, и мы с Ириной удалось. А вообще, ну как вот дети там воспринимают? И смотрите, вот до пандемии, пока они к нам приходили, дети счастливые, дети радостные, с воспитателями, с нянечками, уходить не хотят, хотя рассчитано мероприятие, маленькие детки, час мы где-то ориентируемся. В общем, все довольные, всем нравится работать с шприцами, ну понятно, без игл, поршнем, да, работают. Нравится работать уход за новорожденными, у нас муляжи новорожденных. Очень нравится микроскопы посмотреть, как это выглядит. Целая вселенная. Микроорганизмы, да, под микроскопом. Конечно, все их это впечатляет, все это они видят. И вот сейчас мы немножечко, у нас пандемия, так скажем, время, немножечко мы сидим, да, здесь, и вот мы решили, что мы теперь пойдем. Не к нам дети пойдут, а мы запланировали мероприятие, на сегодняшний день мы готовимся, уже Айболит идет в гости. Выездная бригада, получается, да? Да, получается выездная, вот мы сейчас продумываем все это, готовимся, у нас уже тоже сценарий готовится, сейчас мы согласуем и хотим попробовать вот в свете ограничительных таких, скажем, мероприятий, да, ну, связанных с коронавирусной инфекцией, вот хотим попробовать новое направление. Может быть, были какие-то мнения родителей вот после уже конкретно взаимодействия этой программы, когда вы поработали с детками, когда им показали, рассказали, может быть, у некоторых детки стали немножко проще, скажем, не проще, а безбоязненно относиться к доктору, потому что я же помню в детстве, это же к доктору, это слезы. Такие моменты. Только начинали, дети заходили к нам, мы говорили, вот пойдем поучимся уколы. У некоторых был страх. И даже боялись в этот кабинет заходить. Но когда они поняли, что они будут ставить, страх этот терялся. Они попробовали шприцы, все. Никакой боязни, никакой только радость. А потом воспитатели созванивались, и родители такие счастливые, видели фотографии. Слушайте, у нас все дети хотят быть врачами. Все, сказали в поликлинику, спокойно пойдем. После окончания школы я поступила в Нерюнгринское училище. В 2005 году я его закончила успешно. И дальнейшее я поступила на заочное отделение, высшее образование получала и совмещала, и работала в Нерюнгринской центральной районной больнице.
И мне захотелось все-таки больше педагогические свои навыки, да, освоить, применить, скажем так. И я пришла работать в Нерюнгринский медицинский уже колледж. Когда я переступила порог уже колледжа, я не узнавала, потому что действительно очень много изменений в плане оснащения, в плане преподавательского состава. То есть полностью все поменялось. Я не узнавала, казалось бы, родные стены, но стали какие-то незнакомые. И постепенно мне понравилось здесь работать, потому что действительно студенты – это молодое поколение, да, с которыми всегда интересно очень работать. Ну и есть ради чего работать, потому что ты понимаешь, что это будущие молодые специалисты, которые в будущем, применят свои навыки на практике, скажем так. Ты видишь уже результат. Ну, вот это вот изменение, которое было раньше, и сейчас оно в целом в лучшую сторону. Конечно, потому что на сегодняшний момент у нас произошла большой переворот, да, большая модернизация, потому что появились уже новые фантомы, которые умеют двигаться, говорить. Наш колледж один из лучших, да, по оснащению, скажем так, по преподавательскому составу. Очень сильная материально-техническая база. Дух общности, да, вот он присущ, вот как раньше было, да, и сейчас. Вот просто поколение-то меняется. Сейчас говорят уже дети ТикТок. ТикТок ТикТоком, да, но тем не менее основная задача нас, как преподавателей и все-таки студентов, заложить того, что их работа будет связана с оказанием помощи. Поэтому здесь, мне кажется, неважно, сколько времени пройдет, да, 20, 10 лет и так далее, 50, но тем не менее основная задача медицинских работников – это научиться спасать жизнь, да, и оказывать помощь пациентам. Конечно же, поколение на сегодняшний момент, оно более технически развито, оно очень много задает вопросов, а как вот будет, а как вот если это сделать вот так, а можно ли, то есть они сами уже предлагают какие-то движения, а вот можно было, чтобы это было все виртуально, да, то есть где-то был там такой вот, а можно ли протез, который там вот полностью, да, там за тебя кто-то работал, да, какой-то робот, то есть они уже сами смотрят в будущее с таким более модернизированным, более технически оснащенное, да, и более... При этом еще креативный. Да, креативный такой подход они тоже, да, вносят свой. Благодаря участию в федеральных проектах мы с 2018 года, да, это выделяемые деньги, это гранты. Значит, они идут на приобретение расходных материалов и оснащения. Поэтому вы вот сами удивились, что вот этого не видели, а вот сегодня вот это появилось. Да? Это вот за счет вот участия в этих федеральных грантах и в их реализации успешной. А вот что касается вот проекта «Демография», который мы ведем с 2018 года, мы и в 2019-2020, там идет обучение медицинскому социальному уходу. А в этом году еще добавилась там программа «Сиделки». Это программа обучение на безвозмездной основе, да, для жителей города. Это как бы дает им возможность, в первую очередь, мало того, что там выдается диплом государственного образца об обучении. Даже так? Я думаю, какие-то вечерние курсы? Нет. Это как в рамках вот дополнительного образования идет, да, и исполнение вот этих вот федеральных программ. Это у нас и во внерабочее время, и в выходные дни ведется обучение, потому что в основном люди все работают, мы составляем расписание удобное, да, для них группу, или вечером, или с утра пораньше вот прибежали, допустим, кому-то в 7, или в выходные дни. Мало того, что государственного образца документ, и еще самое главное, люди получают те навыки, которые сейчас очень нужны. Людям эти знания нужны для ухода за своими родными, близкими. Как площадка WorldSkills пришла на ваше учреждение? Да. Ну, это вообще как бы наша гордость на сегодняшний день. Конечно, вот именно первый грант вот 2018 года помог нам вот оснаститься в соответствии, да, с требованиями и принять участие в первых там, провели свои отборочные соревнования, потом первый год мы участвовали в региональных, которых проводил Якутский медицинский колледж, да, еще на базе там проходило. В первую очередь, конечно, это дает знания тому,
кто участвует там, потому что там идет более глубокое изучение, да, всех манипуляций, там все идет по времени, то есть человек уже свои практические навыки начинает отрабатывать. Самому же участнику это и общение с тем, с кем он потом на площадке, если он выходит, допустим, национальный, да и даже на наш республиканский, да, чемпионат, это общение, потому что оно всегда сопровождается деловой программой, в которой очень интересно, общается с другими ребятами, со своими коллегами, да, из медицинских колледжей, когда на уровне национального чемпионата еще интересней, да, то есть обширная более программа. Но это является доказательством, что мы учим хорошо. И поскольку мы каждый год приносим в копилку республики какие-то вот награды, именно республики, да, то это подтверждает, что мы можем готовить еще лучше. То же самое касается Обилимпикса. Мы первые начали развивать это движение Обилимпикс у нас в республике. И тоже у нас есть свои итоги. Это навыки мудрых и юниоры. Юниоры у нас ученица СКШИ и ученица нашего медицинского класса, которую мы тоже там открыли. Она завоевала вообще золото по всей России. И навыки мудрых наша выпускница, ныне работник Нерюнгринской ЦРБ, принесла бронзу. Ну, это тоже оценка вот, компетентности, умения, да, преподавания. Вот. Есть с кем гордиться, и сейчас мы готовимся, и у нас свой эксперт уже вырос среди нашего коллектива, который вот сейчас в ближайшие дни пройдет региональный чемпионат, значит, в Якутске. У нас туда Марина Валерьевна Степовая, у нее этот чемпионат будет очень ответственным, очень переживаем, потому что именно она там будет выступать главным экспертом. И именно на нее приедет уже сертифицированный эксперт, чтобы дать оценку вот ее компетентности. То есть надеемся на то, что Марина Валерьевна успешно это пройдет, и у нас уже будет свой сертифицированный Академия WorldSkills эксперт. Ну, немножко о выпускниках, да? На сегодняшний день есть какая-то проблема в трудоустройстве? В частности, я имею в виду про наш Нерюнгринский район, да, наших жителей Нерюнгри. Вот есть ли какая-то у вас договоренность, может быть, с нашей ЦРБ? Они с удовольствием берут выпускников, трудоустраивают или все-таки? По трудоустройству у нас вообще проблем нет. И, в принципе, никогда не было, потому что настолько востребована медицинская специальность, а именно медицинские сестры, фельдшера, акушерки. То есть вот именно у наших колледжей проблем нас с удовольствием ждут. Не только в Нерюнгринской ЦРБ, с которой мы работаем. Вот колледжу 40 лет, и 40 лет и работаем, да. У нас заключены договоры социального партнерства с 32 медицинскими организациями, подведомственными Минздраву, куда направляются после окончания наши выпускники. Поэтому процент трудоустройства у нас очень высокий. С удовольствием возвращаются ребята в те места, откуда приехали, осваивают новые. Мы гордимся тем, что у нас повышается количество выпускников, поступивших в медицинские уже вузы. Да, хоть эти проценты нам потом не идут, количество их трудоустройства, но мы считаем, что это немножко неправильно, потому что эти люди уже из профессии никогда не уйдут, а врачи точно так же востребованы, как средний медицинский персонал. Вот в этом году у нас, вот в 21-м, уже 24 поступили человека в медицинские институты. Ну что, вот на такой позитивной ноте, пожалуй, будем закругляться, да? Да, приходите, мы вам всегда рады. Испытано на себе.